Уже третью неделю дорожники Устьянского района борются со снежными завалами на трассе Усть-Куйга-Депутатский. Тем временем в населенные пункты завезено лишь 7-15% топлива. В предыдущие годы, к началу февраля, энергетики и коммунальщики выполняли половину плана. За вчерашний день 5 километров прочистили, за ночь все это по новой задуло. На сегодня наиболее тяжелая ситуация с селом Саилык, Селенявский нашлик. Там остаток топлива на 10 суток. Но сейчас энергетики позаимствовали тут депутатские 15 тонн, это как бы еще на двое суток. Котельные и электростанции Арктического района перешли на режим экономии. Как заявили в компании «Якутскэнерго», в самом большом населенном пункте, Депутатском, запасов топлива должно хватить еще на 50 дней. У нас возникают трудности, сейчас он Саилык. Там у нас топлива меньше, на самом деле. Туда надо срочно завозить нефть, надо еще до конца автозимника завезти 2000 тонн нефти и 400 тонн дизельного топлива. В ожидании техники с нефтью и дизельным топливом живут также в селах Хаир, Устьяна, Казачья и Тумат. Завоз топлива в Арктический район также усложняется дефицитом транспортных средств. Энергетики и коммунальщики вынуждены привлекать водителей со всей республики. Кроме нефтеналивного автотранспорта требуются экипажи бульдозерной техники с опытом работы по пробивке зимних дорог. Республиканская дорога протяженностью 228 километров закрыта с 21 января. Сейчас на месте работают 12 единиц техники и 18 человек. По словам энергетиков, 2 года назад этот участок обслуживали больше 30 единиц специализированного транспорта и 70 человек. Это наше предприятие дочернее исследовало этот вопрос, Энерготранснаб. По их информации, 29 единиц техники, предназначенных для устройства дорог вот в такое время, находятся в Усть-Куйге и к этой работе не привлечены и не планируется к привлечению. Круглогодичная трасса относится к казенному предприятию «Дороги Арктики». Ее содержанием занимается частная подрядная организация. Дополнительно мобилизуем технику из Батагаи, с Усть-Куйги, со стороны Депутатского тоже там сейчас 2 единицы техники туда поедут, для того, чтобы усилить работу. Я туда тоже выезжаю, в Депутатский, уже там будем на месте, посмотрим ситуацию, оценим. В режиме повышенной готовности работает и персонал компаний «Сахаэнерго» и «Теплоэнергосервис». Они готовят колонну наливного вездеходного транспорта. Впрочем, выехать на сложный маршрут смогут не все автомобили. Камень преткновения – Европейская конвенция о перевозке опасных грузов. Вы объявите мораторий, то есть временно приостановите. Мы ездили 20 лет без этих допогов. Без маячков и там других опознавательных там мероприятий, которые не успели сделать. Нет, они ужесточают, понимаете, да? И вот эти всякие разные недомолвки, как сказано, это все еще усугубляет дело. Обеспечить проезд на проблемном участке рекомендовано к 10 февраля. За это время дорожники должны расчистить порядка 70 километров трассы от 2-метровых снежных отвалов. Айна Винокурова, Иларион Федоров, Вести.